Нового сезона сериала «Игры престолов» весь мир ждет с нетерпением. У нас же политический сериал с таким названием идет без пауз уже который год. И тут захватывающих сюжетов полно, на любой вкус и всех цветов радуги. Противостояние правящих и оппозиционных домов достигли крайней точки кипения. Воюют все против всех. Причем уже не только по политическим мотивам и не только на съездах и митингах. Интернет давно также стал главной ареной сражений, где рыцари с открытым забралом и с благородными девизами на счетах единицы. Зато анонимов за высловатыми именами полно. Известный сериал прославился своим натурализмом и даже жестокостью. В этом смысле Абхазский театр политических войн не сильно отстает. Полное средневековье окончательно воцарилось в нашей общественной жизни. Скажу парадоксальную мысль. Возможно, это логично, что мы откатили так глубоко назад, этически и эстетически. В конце концов, тот мыльный пузырь из фарисейства, плутовства и ханжества не мог растягиваться бесконечно. Ножницы между нашими застольными тостами и реальным отношением друг к другу не могли не проткнуть этот смердящий пузырь. Этнографический, отчасти романтизированный образ французов Кавказа канул в лету, а на поверхности остались озлобленные, ни в чем не сдерживающие себя конгломерат людей, которых связывает только наличие одинакового паспорта и взаимная ненависть друг к другу. Я заметил еще одну примечательную вещь. Все это касается в основном людей взрослых. Молодежь редко участвует в этих баталиях. О чем это говорит? Скорее всего о том, что происходит разрыв в поколениях. И тут не глобализация всему виной, а наоборот, теснота абхазского глобуса. У них срабатывает инстинкт самосохранения, да и просто брезгливость. Чем это грозит? Да полным нигилизмом и окончательно утрате основополагающего принципа нашего уклада, где старший по возрасту априори вызывал уважение и почитание. Где и когда произошел этот тектонический надлом ментальности, сложно сказать. Мне кажется, трещины появлялись еще в советское время, когда в период репрессий приходилось спасаться от сталинского маховика, обвиняя ближнего в контрреволюционной деятельности. А потом в советские времена прогибаясь перед вышестоящим начальством ради теплого местечка. Позже в войну, когда находили себе оправдание, чтобы сохранить свой личный генофонд, что не мешало потом караванами возить домой трофейное барахло. Ну а в 2004 году трещина окончательно оформилась, когда случилось полное затмение нации, и призрак гражданской войны стал принимать реальные очертания. Разгромив кабинет первого президента и срывая его портреты со стены, мы лишились последних табу. Лишь трагическая смерть Тамары Платоновны Шакрыл удержала нас от падения в пропасть. Но и отодвинуться от нее нам тоже не удалось. Я постоянно употребляю местоимение «мы», так как не являюсь сторонним арбитром, а тоже часть нашего социума и в той или иной степени чувствую свою ответственность за все происходящее. Что делать и кто виноват? Виноватых много. Прежде всего беспощадный ход истории, в жернова которой мы веками погружены, и который в 1993 году дал нам великий шанс построить государство, а сейчас привел нас в тупик. Но это объективная и абстрактная действительность не отменяет личной ответственности за поступки и деяния. Дракон в каждом из нас, и справиться с ним должны прежде всего мы сами, внутри себя. Было бы обидно, имея такую величественную историю, дотянув через века до 21-го столетия, так бездарно исчезнуть.